Такой масштабной работы по ремонту дворов, парков, скверов в России, пожалуй, не было лет 30. Регионам выделили миллионные гранты на обновление внешнего вида. Главные требования в программе участвуют столица и моногорода. И, конечно же, софинансирование работы регионам и самими муниципалитетами. Республика тоже включилась в работу. Объекты, которые вошли в список на обновление, выбирали жители. Вовлеченность людей позволит нам делать дворы и красивее, и уютней, в большей степени соответствовать запросам людей, которые в этих дворах живут, и формировать у людей вот это вот чувство хозяина, о чем тоже много говорилось, о том, что на сегодняшний момент такая зона комфорта, она, наверное, в первую очередь в наших квартирах. У нас есть дома, где мы, конечно, чувствуем себя хозяевами и в подъезде, и, может быть, на выходе из своего дома. Но вот такие большие междворовые пространства, они на сегодняшний момент, к сожалению, людьми, жителями нашего города порой не воспринимаются как что-то общее, как что-то требующее внимания и своего участия. А вот проект по обновлению внешнего вида Воркуты на форуме единороссов произвел фурор. Делегаты из многих регионов заинтересовались подходом заполярных чиновников. Фасады домов там решили оформить яркими красками и репродукциями именитых художников. Такой подарок для горожан поддержали и местные крупные компании. Согласились нам помочь сделать эти баннеры компании «Воркута Уголь» и «Воркутинский ТЭЦ» за свои денежные средства в дар городу Воркуте. А с учетом того, что в Воркуте длительное время, так сказать, темно и полярные ночи, то наша компания МРСК, Коминэнерго за свои средства сделала специальное освещение для этих картин, чтобы их было видно и в том числе в ночное время, и воркутинцы, с учетом того, что они далеко от Москвы находятся, когда и бывает в Москве, возможно, у них будет недостаточно времени посмотреть в Третьяковской галерее эти картины, они смогли это сделать прямо на улице в Воркуте. Из всех предложений, которые поступили, получат реализацию, конечно, лишь малая часть, но это начало. В следующем году работы продолжатся. Принято решение о финансировании проекта до 2020 года. Более 20 миллиардов будет направлено на это. Так что у граждан еще есть время внимательно осмотреться вокруг и решить, что еще надо бы обновить в их родном городе. Татьяна Супряткина, Вячеслав Беспалов, телеканал Юрган.